Добрый вечер, дорогие телезрители! В эфире очередная программа «Гека Саас». Сейчас мы находимся в театрально-концертном зале города Грозный. Сегодня для участников проекта особый день. У них в гостях народный артист Чеченской Республики, народный артист Республики Ингушетия, композитор и исполнитель Али Димаев. Он проводит с ними мастер-класс. Давайте посмотрим, как к нему готовятся участники. Честно сказать, я очень волнуюсь. Впервые в моей жизни я выступаю перед Али Димаевым, но я постараюсь выступить на все 100% успеть. Оно и видно, ведь их пение впервые в жизни будет оценивать кто-то со стороны, кроме педагогов. И не просто кто-то, а настоящий мэтр чеченской эстрады. Его оценка, безусловно, сыграет значительную роль. С одной стороны, всем не терпится послушать, что он скажет, а с другой стороны, паника. А вдруг что-то пойдет не так, и я растеряюсь, думает про себя каждый участник. Время в ожидании затянулось. В зале собрались педагоги и участники проекта, и все они ждут. Ждут и ждут. А вот и она, руководитель проекта. Ее появление в зале говорит о том, что вот-вот должен появиться Али Умарович Димаев. Все готово, и мы можем начинать. Вперед, ребята! Немало хорошего ты уже научилась. При всем том, что филармония вот в наши молодые года, когда мы твоего возраста были, приходили уже зрелые В филармонию не принимали на пушечный выстрел людей без дипломов, без опыта и прошедшие некоторые конкурсы. Но это было когда-то. Постарайся сделать теперь как по-настоящему. Вот считай, что вот ты стала как Марьям Ташаева известной, и ты выходишь как богиня, как королева сцены, ну, в хорошем смысле. Нас нет, через нас смотри. Тысячу раз лучше. Сегодня первой вышла на сцену перед Алием Димаевым, постаралась выступить достойно. Уверена, что в дальнейшем то, что сказал Али Димаев, мне пригодится. Чувствую нормально, но волнение тоже есть. Думаю, как бы выступить на все 100%. Remember, both foes are built
Oh baby, they're tumbling down. Didn't even put up a fight. They didn't make me next. I found a way to win, but I never really held down. Standing in the light of your halo, I got my angel now. It's like I've been a weekend. Every move I had to make is the reason to begin. I ain't never gonna stood too high. Everywhere looking now, I'm surrounded by other way. Baby, I can feel your halo. You know you're not saying ways. Стоп! Милана, свободная минутка. Да, Милана, это фирменная, как говорится, песня, серьезная песня. Да? И вот теперь представь себе, что ты отрепетировал ее. И такое ощущение, как будто ты еще учишь. Дай как голосом, пусть она летит. Смелее, здесь все твои друзья. Друзья, это R&B, это серьезное направление, и там нужно полностью отдаваться. Конечно, там не надо вот так вот повторять. Ну, Горянка, как вот все, что возможно в Горянке показать, темперамент, это можно в музыке показать. Миланочка, смелее, смелее. На сцене нужно быть хозяином. Это храм искусства. Люди пришли, заплатили большие деньги за билеты. Шейханёш. Надо научить походку всех девчонок, Тома, всех девочек походку научить. Скорее, не стреляй. Ой, полным носом. Remember all photos I built? Oh baby, they're tumbling down. They didn't even put up a fight. They didn't make me next. I found a way to live to win, but I never really held down. Standing in the light of your halo, I got my angel now. Молодец. Матушка возьмет ведро, Беслан, дай. ночью принесет воды. Объем дай. Это очень интересно для начинающих ребят, встреча с таким мэтром чеченской эстрады, который еще в советское время был очень известным. Был одним из первых, кто организовал эстрадную группу в нашей Чеченской Республике. И все мы знаем и любим и песни, и творчество Али Димаева. И для того, чтобы он мог им посоветовать, подсказать какие-то вещи, которые мы упустили, и чтобы вообще ребята могли прикоснуться к нашему искусству. Эта семья довольно известная, семья в нашей республике. Она внесла очень большой вклад в развитие нашей культуры. И отец, и братья Димаевы, и племянники, они все работают на благо нашей культуры, и их должны знать. И ребята должны знать их имена, и как они работали, как им тяжело было, и насколько легко удается им сегодня все в нашей республике, молодым. Думаю, такие гостевые мастер-классы мы будем устраивать почаще с теми именитыми артистами нашими, которые могут привнести чуточку полезного в творчество этих начинающих артистов. Первый концерт мы планируем в конце апреля. Да, ребята уже выбрали песни, которые они будут петь на этом концерте. Они над ними уже работают. И я думаю, что конец апреля, ну, самый крайний срок, начало мая, у нас будет первый концерт с ними. Так что мы приглашаем всех зрителей, которые болеют за наших ребят, прийти на этот концерт, болеть за них, голосовать за них, участвовать, вообще принимать участие в их судьбе, потому что для них это очень важно. Когда мне сказали, что я должна выступать перед Али Димаевым, конечно, я переживала, было трудно. Но, думаю, те советы, которые он мне дал, пригодятся на будущее.
как они отреагировали на то, что пришел сегодня Али Димаев и давал мастер-класс, я тут же вспомнила свои молодые годы, когда я пришла. Ой, как это давно было, не буду говорить, как в страшном сне. Я пришла, и меня слушал Али Димаев. Представляете себе? Вот такое состояние, мне кажется, было у них. И как бы я сегодня их не успокаивала, это было бы бесполезно. Потому что меня тоже в этот день, когда он меня прослушал, энные года тому назад, тоже никто не смог успокоить. Потому что волнение есть волнение. Особенно перед такими мэтрами, как Али Димаев, волнение без него не может быть. Поэтому волнение, конечно, было. И они были горды тем, что пришел такой человек. Потому что они знали, что, придя, Али Димаев даст хорошие советы в будущем, чтобы они знали, если они станут настоящими артистами, все-таки подсказка, уроки такого мастера, они будут только им приемлемы и полезны. Я даже сегодня радовалась за них. Во всяком случае, они старались. Ну, мы не должны в них видеть профессионалов, потому что люди пришли со школьного порога, да, мы уже говорили об этом. И сегодня они делают первые шаги, как я сказала. Первые шаги, они всегда бывают спотыкаются, волнение, волнение, волнение и так далее. И нужно к этому идти, стремиться, учиться. Учиться, еще раз учиться. Замечательно. Песня очень выигрышная. Вот. Видно на хушбу, само на хушбу. Сихерем лозочок видно. Я там часто бывал. Поэтому артикуляторы еще веселее. Улыбка вот в этой песне не лишняя будет, улыбка постоянно. Песня очень симпатичная, ты сам человек очень статный, на сцене смотришься, молодой, высокий, стройный, вот, и все это как бы составные твоего успеха. Вот. И вот момент такая импровизация твоя, над ней еще поработай, это хорошая такая штука была, потому что как бы ты от простого к сложному, музыка пошла у тебя в развитии. И нашим дорогим молодым тоже, Марьям, разрешайте иногда импровизировать, то есть вариации. И мотив из куплета в куплет, он может повторяться. Но если есть какие-то желания, и если это грамотно, если обоснованно, да, иногда можно импровизировать. Но правда, это уже ответственность большая. Импровизация – это ответственность и опыт, конечно. Даже не знаю. Если честно, очень сильно волнуюсь. Во-первых, я пою не на нашем родном языке. А во-вторых, нас оценивает сам Али Димаев, поэтому вот и волнуюсь. Но ничего, постараюсь выступить достойно, спеть, там, получить хорошую оценку. Посмотрим. Я пойду тогда. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, ce fut toi, je te dis n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Oh, Champs-Élysées, oh, Champs-Élysées.
ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Исполняя эту песню, актер обречен просто на успех, это заранее скажу. Конечно, непререкаемый авторитет покойного Джо Дассена, он диктует тебе некоторые, значит, правила, он был очень академичный такой человек, обаятельный, но авторитет авторитетом, песня «Шанс-Элизе» это считают как народная песня во Франции и в Европе. Это очаровательное место возле Эйфелевой башни. Ты там был, наверное, мороженое ел, Хазмет Киевичев. И вот об этом месте, вот правильно ты говоришь, улыбкой широкой, 33 зуба не знаю, но, в всяком случае, 30 можно показать. И да, это стопроцентный тебе карт-бланш, паспорт тебе с зрителем делиться этим. В этой песне можно смотреть не через зал, а действительно в зал. Молодец, чистенько спел, детонации нету. Комментарии все звучат и звучат, и не только от мастера. У звукорежиссеров тоже свои замечания. Звук погромче, микрофон полностью, тадим между давление голоса, ой, тадим явали. Вполне прилично. Я чуть, извините, пожалуйста, я чуть волновался, с первый раз стою. Да чего вы меня все боитесь? Я нормальный советский парень был. Хорошо, если ты уже видишь, ты элемент такой, вот, шоу здесь такое, масло так, призываешь к веселью. Это тоже хорошо. Единственное, разнообразие это, можно первый гулять так, потом какой по-другому, но это уже сценически, режиссерски поработать. А главное, что мне понравилось, что ты пришел на сцену хозяином. И унял будьте на сцене хозяевами. А как уйдешь? Ну-ка, бухту могу. Так, слушай, я пел. Если хочешь иди, иди. Если хочешь забыть, забудь. Только знай, что в конце пути ничего уж не вернуть. Если хочешь иди, иди. Если хочешь забыть, забудь. Только знай, что в конце пути никого уж не вернуть. Гораздо лучше, чем было, а? Будь свободны, расслабься, живи, живи. Если хочешь идти, иди. Если хочешь забыть, забудь. Только знай, что в конце пути никого уж не вернуть. Не нервничай, успокойся. И все так же теряют деревья, пожелтевшие листья в саду. И живу я мечту лишь лелея, безответной любви я в плену. Смотрят звезды с небес безучастно, лишь холодным мерцая огнем. И душа бьется раненой птицей, будто хочет слететь за тобой. Но зачем разлучила нас осень? Ведь дороже тебя не найти. А прощение твое я теряю,
Хорошо. Ну, вот последняя фраза идеальная была. Глаз! Ты ее обогатил, ты ее интонировал уже. Вот больной вопрос всех начинающих, вот окончание фраз. И фраза «чекнул металл». Вот что вы из нее сделаете, это подытожит все начало фразы. Особенно осень, осень. Сценическая речь, есть «е», надо «и» делать. Осень! О, это сценическая речь, я так слышал, да, сосед? То есть открытый звук нельзя. Из «е» «и» делать. Осень, осень. Да-да, и вот смотри, последняя фраза была здорово. Я думаю, когда же он закончит эту фразу грамотно? Это уже было хорошо. Они поработали уже. Вот. Очень правильно, как паспорт. Ты пришел и вместе с твоей желтой майкой прям свет принес, солнышко. Конечно, очень волновался выступить перед таким человеком, как сам Али Димаев, известный как и в нашей республике, как и за ее пределами. Но как его слова мне запомнились, что я вышел в этой своей желтой футболке, подарил этому залу солнце. Но как и были замечания с его стороны, и вот и замечания, вот его это, как бы сказать, принял себя на душу и буду теперь совершенствоваться, развиваться, как он сказал. Спасибо большое Али Димаеву, что он пришел на нашу репетицию, посмотрел, как мы выступаем, что он уделил свое драгоценное время. Очень, конечно, понравилось, что он пришел, что он выразил свое мнение о нас. Большое ему спасибо. Я очень спешу, должен идти на сцену. Посмотрим, что у меня получится. Волнуюсь страшно. Я как молитву повторяю твое имя, но теперь я под небом и закрыта в райне дверь. Чужой живой теперь ты стала на виске твоей стрелы. Раскрыла море, больше не вернешься ты. Больше не вернешься ты. Не вернешься ты. Классно спел, классно спел. Я бы чуть-чуть такого, знаешь, здесь от Юрия Хиповского. Экспрессия, да. Не мешает это. Потому что это столько огня, ты красиво поешь. Да. Другое дело. Просто в конце чуть-чуть ты аккомпанемент немножко не расслышал, да, стал детонировать. А так внимательно к этому, потому что мы тебе сейчас все поломали, что ты сделал, поэтому ты, видимо, сбиваешься. Ну а так, Ильяс, ты обаятельный человек, твоя душа есть, и не стесняйся тогда. Песня лирическая, конечно, но совсем буква еще. Из любой трагической ситуации, ну, грусть, она понятна всем. Это девушки могут стопнуть, а мы не имеем плакать. Мужчина же так, грусть, ну понятно, но ничего. На сегодняшней нашей репетиции присутствовал Али Димаев, наш народный заслуженный артист. Он сегодня подсказал, как правильно вести себя на сцене, как правильно дружить с микрофоном, показал, как надо обращаться к залу, показал, как правильно выходить на сцену одновременно с улыбкой на лице, с настроением, показал еще, как надо держать правильно красивую осанку.
Я надеюсь, что такие мастера, как Али Димаев, будут приходить к нам почаще, что у каждого артиста есть свой толк, каждый может научить нас новому и новому. Думаю, что настало время узнать, что думает сам Али Умарович по поводу встречи с участниками проекта и педагогами. Этот мастер-класс, первая такая попытка, значит, руководства филармонии, поделиться нам, людям уже опытным, с вашего позволения скажу, с молодежью. И эта молодежь это все впитывает и все слушает. Мне это очень приятно. Я вот на этот момент вижу, если кто значит, где такие недостатки, я эти недостатки постарался выправить. И они, к счастью, все это усваивают. В будущем, я думаю, что и Мариам опыт, и мой опыт, и опыт моих других старших коллег, эти молодые люди будут выбирать, и они будут выходить на сцену уже с более зрелыми произведениями и зрелыми мастерами. В будущем они будут мастера. Мы поможем, конечно. Вот и все. В зале прозвучало множество полезных советов для будущих солистов. Хочется верить, что они были услышаны всеми участниками. Ну а для меня время в зале пролетело почти незаметно. Надеюсь, что и вам с нами было не скучно. До встречи в эфире. Пока. Смотрите в следующей программе. Кто хочет на сюрприз, пойдемте за мной. Один день участников проекта без занятий. История Миланы Чагаевой, ученицы Мариам Ташаевой. Учусь я в 9 классе. Участвую во всех школьных мероприятиях.